9 мая защитник Малгобека дожил до 72-й годовщины Победы. С нескрываемой радостью отмечает ветеран. С самого утра Камбулат Гайсанов готовится к праздничному параду. Нарядный китель, украшенный множеством наград, дополняют еще несколько медалей. Ветеран сам уже по привычке за них берется. За каждой из них кровь, пот, боль от потери товарищей и многочисленные раны. تحصل على حلطة حل أرسل ورش إزنمت حتسويت بخذ يوطب إشتا حنقية صداتو في شجوه غير 75 ليت دين تغموا شيء قادر يسكول السبيه والرجوع طاب يخدا يخسر قمر جاحد وردا ورس أسكورت حشتيها يورس ده إشتا تاقل سنج صلا والشو وقبلين حجب والبرج بوحش صار عشتيها ورس يرده. Если в те годы так провожали молодых ребят на войну, то сегодня на праздничный парад Камбулата провожает вся большая и дружная семья. Праздник такой долгожданный, день гордости и боевой славы. Дети, жена и внуки, все они гордятся своим мужественным ветераном, который наравне со всеми советскими солдатами отвоевал свободу от фашизма. Парад Победы начинается ровно в 10 часов. Знаменная группа выносит на площадь флаги Российской Федерации, Ингушетии и копию легендарного Знамени Победы. Камбулат Гайсанов со своими боевыми товарищами занимает почетное место на трибунах. Знамя Победы несут отличники службы, старший лейтенант Шишкин, ассистенты знаменной группы, капитан Пыхтин, старший лейтенант Кривоспицкий. Командующий парадом докладывает главе региона, все войска к проведению парада готовы. Начальник гарнизона подполковник Смолов. Вольно. Неожиданным сюрпризом для участников и гостей парада стало выступление парашютистов, которые спустились с неба с еще одной копией знамени, флагом страны и посланием всем ветеранам и труженикам тыла от молодежи Ингушетии. Ее передают главе республики. На большом экране «Красная площадь» первым всю страну с этим поистине великим праздником традиционно поздравляет президент страны Владимир Путин. В своем выступлении глава государства отмечает, цель фашизма была и морально, и физически истребить весь наш народ. Но благодаря огромному патриотизму и силе воли народ выстоял и одержал победу. Этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством. Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить прежде всего из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира. Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны. На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары. Но нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Глава региона, в свою очередь, отметил, умолить вклад ингушей в общую победу невозможно. Благодаря ветеранам сегодня мы можем отмечать великий праздник. Это святой праздник для каждого жителя как всей нашей страны, так и для нашей республики. Он является символом вечной славы бойцов Красной Армии и тружеников тыла, свидетельством их мужества и стойкости. Мы с гордостью называем имена наших земляков, которые вложили свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Бессмертные подвиги наших героев Руслана Гудантова, Червени Костоева, Ахмеда Мальсагова, Мурада Зоева и сотни тысяч других. Наши соотечественники были в числе тех, кто героически сражался на всех фронтах Великой Отечественной. В памяти народа навсегда останется подвиг героических защитников Брестской крепости,
у стен которой погибли лучшие сыны нашего народа. Признанием огромного вклада нашего народа в победу стало достойное присвоение городу Малгобек, города воинской славы. Переписать историю в пользу не нашего народа, не вас, дорогие ветераны. Но как бы они ни старались, им никогда этого не удастся. Потому что великие кинохроники, которые показывают освобождение Европы, сотни миллионов людей, которые выходят, бросают цветы под танки наших освободителей, под ваши ноги, дорогие ветераны, это не сотрешь с памяти. Оно сохранится на века. На фронт ушли более 20 тысяч ингушей. Они защищали Москву, стояли насмерть у стен Ленинграда и Малгобека, бились на Курской дуге, освобождали Украину и штурмовали Берлин. 9 мая действительно праздник со слезами на глазах, особенно для них, ветеранов. Никто из них тогда и подумать не мог, что когда-нибудь над ними будет возвышаться такое ясное, как сегодня, небо, а вся страна принимать парад победы. Камбулат Гайсанов отмечает: «Сегодня я понимаю, что мы не зря воевали». День Победы, я хорошо праздник. Har день праздники, День Победы, халился по 1000 человек, молодежи, бабур. День Победы халчон, не прекратить войну, нахсоберна, кулок дикиде, техдики, табуакат омбар, собакашит ама, калхурвар ряхар, сбех омбар, вейга, сак хомбуатиш, сак хамудуатиш, тишаш балха. Гитлер шевенвар, 6000 был, шихбаха, ерге фиер. В Германии халуки, шедавахар. Алхамдулилlah, дал хвастам бой, ер вейдолыш, ер праздник долыш, войнах. Это воинский праздник, понимаете, 9 мая. Это наш праздник, поэтому нас радует, когда этот праздник, этот день, когда настает, это нас радует очень. 11 колонн по 50 человек в каждой ровным шагом по центральной площади Магаса идут бойцы 291-й артиллерийской бригады, 40-го полка радиохимической защиты, Национальной гвардии, МЧС, полиции, службы судебных приставов, Росгвардии, а также будущие защитники, воспитанники Горского кадетского корпуса и юноармейцы. А после на площадь выходит боевая техника вооруженных сил России. Во главе колонны многоцелевой автомобиль «Тигр», следом бронетранспортер БТР-80, боевая машина КАМАЗ. Предназначена для буксировки артиллерийских орудий, транспортных прицепов, перевозки личного состава по всем видам дорог и местности. На площади и Старый Млад у всех одна цель – сказать спасибо за победу и отдать дань памяти погибшим. Хочу поздравить наших героев, участников, ветеранов нашей республики и вообще всей страны, Великой Отечественной войны, которые благодаря их отваге, геройству, мужеству, по милости Всевышнего, вот сегодня мы сидим здесь вот на этой трибуне. Хочу поздравить с праздником Великой Победы, поздравить народ-победитель, который выстоял и победил фашизм. В нашем народе очень много таких легендарных исторических моментов, когда мы сегодня вспоминаем тех, кто не вернулся с поля боя. Тысячи ингушских сыновей отдали свои жизни за нашу землю, за наше сегодняшнее светлое будущее. И в наших сердцах всегда будет жить память о них. Пусть человечество больше не знает такой кровопролитной войны, которая прошла 72 года назад. Хочу поздравить и пожелать долгих лет жизни нашим ветеранам, здоровья и счастья, мира и благополучия всей нашей стране. Пусть наша страна цветет, как утренний восход солнца, и радует нас своим светлым будущим мира, покоя и благополучия. Хочу поздравить всех наших ветеранов, людей, которые посвятили большую часть своей молодости служению Родины,
проливая кровь и пот, отстаивали целостность и независимость нашей страны. Это великий праздник для всех жителей нашей республики и всей России в целом. Я хочу выразить слова благодарности тем людям, которые ковали эту победу. Это великий праздник. Мы разбили фашистов, разбили эту чуму, которая уничтожала народы. Я рад, что присутствую на этом торжественном мероприятии и желаю всем трудящимся жителям республики здоровья и счастья на благо нашей великой России. Это праздник победы для не только одним народом. Это праздник большой, великий Советского Союза праздник. И вот ветеранов поздравляю. Дети. Ради их сегодняшних улыбок и беззаботного детства и воевала советская армия. Сегодня, хоть и не до конца понимая весь масштаб войны, подрастающее поколение благодарит за подвиг. Даже самые маленькие, одевшись в военную форму, пришли на парад, чтобы поздравить всех с Днем Победы. С Днем Победы! Там пушки не гремят, небе солнце ярко светит. Нужный мир для всех ребят, нужный мир на всей планете. А помню, как теперь, фанеры заколоченную дверь, написанную мелом цифру 6, светильника замасленную жесть, колышет пламя, снежная струя, солдат в бреду, и возле койки я, и рядом смерть. Мне трудно вспоминать, но не могу не вспоминать о нем. На земле безжалостно маленьком жил да был человек маленький. У него была служба маленькая, и маленький очень потверь. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую, и маленький по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вырванный рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня полный рост. Передавать память об огромном героизме народа, рассказывать о значимости подвига важно. С каждым годом ряды выживших ветеранов редеют, но это не значит, что они будут забыты. И вечный бой, атаки на рассвете, и пули, разучившиеся петь, кричали нам, что есть еще бессмертие. Ну а мы хотели просто уцелеть. Портреты тех, кто погиб в этой войне, пронесет колонна бессмертного полка. Ну а те, кто все же вернулся и выжил, сидят сегодня здесь, на этих трибунах. Эти люди пережили величайшую военную катастрофу в истории России. В ней принимало участие 62 из 73 существовавших на то время независимых государств. Парад Победы – это дань памяти, это спасибо, это низкий поклон всем тем, кто прошел войну с опечатком смерти. Каждый бой, грозящийся стать последним, они принимали с достоинством. Только вперед, не отдадим врагу родину. Вот это и был девиз советской армии, который не позволил им сдаться и отдать свою родину врагу. Индира Манкиева, Ильяс Ханиев, Новости 24.